أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفت طريقي إلي صديقي لنقفو ودرب الهدى الأحمدية. عرفت طريقي إلي صديقي لنقفو ودرب الهدى الأحمدية. Во имя Аллаха Милостливого и Милосердного, дорогие братья и сестры, мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Добро пожаловать на нашу передачу. Я прошу великого и всемогущего Аллаха, чтобы эта передача принесла пользу как ведущему, так и слушателю. Сегодня я расскажу вам о женщине, которую увековечила история, и притча, которая упомянута в Коране. Она каждый день со своей сестрой выходила пасти овец, и не было у них никого, кроме престарелого отца. Каждый день они вели свое стадо на водопой. И в один из таких дней они пришли к роднику, чтобы напоить своих овец. Однако обнаружили у родника пастухов, мужчин со своими стадами. И как же они поступили? Ведь с ними их скромность. Как же пройти между мужчин? Некоторые овцы пытались подойти к водопою. Однако они отдалились. Овцы становились все непослушней, но они стали ждать вдалеке. В чем ваша вина? Ведь овцы хотят пить и могут погибнуть от жажды. Разве вы виноваты? Ведь вода может иссякнуть и перестать идти. Однако они настаивали на том, чтобы не смешиваться среди мужчин. Господь Великий Всемогущий предопределил так, что в этот день по дороге пройдет пророк из его пророков. Кто же это? Поистине это тот, с кем говорил Аллах, Муса, мир ему и благословение. Проходя, он увидел, что мужчины собрались вокруг воды, а две девушки в сторонке пытаются отогнать своих овец. О Аллах! Картина необыкновенная и удивительная. Другие из вас, женщины, быть может, вошли бы в общество мужчин и ничего бы не испытали, но не эти две девушки. Муса, со склонной ему храбростью и мужеством, подошел к девушкам и спросил их, что с вами? Они сказали, мы не поем скотину, пока пастухи не уведут свои стада. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. Они сказали, мы не напоим скотину, пока пастухи не уведут свои стада. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. Муса, мир ему, удивился, спросив, «А где же ваши мужчины? Где мужья, братья, родственники? Почему они не пришли напоить овец вместо вас?» Но девушки добавили, чтобы устранить любые сомнения, «И нет у нас, кроме отца, никого, и он стар настолько, не то чтобы пасти овец, даже для того, чтобы выйти из дома». Тогда Муса, с присущим ему мужеством, не говоря ничего, напоил их овец, вернул и не сказал им больше ни слова. Затем вернулся в тень и обратился к Господу Великому и Всемогущему. А девушки пошли домой и рассказали отцу о том, что произошло. Одна из дочерей обратилась к отцу. «О мой отец, мы утомились от этой работы. Ее должны делать мужчины. Наша скромность, наша религия, наше целомудрие запрещает нам приближаться к мужчинам. Каково твое мнение, отец, если ты наймешь этого мужчину?» Имрану было уже дано пророчество, мир ему и благословение, Мусе еще не было дано. Каково твое мнение, если нанять этого человека, и он будет пасти овец? И не было пророка, который бы не пас овец. И отец согласился с мнением дочери и послал одну из них за этим человеком. Аллах, Великий и Всемогущий, описал, как шла эта девушка. Она шла не как все остальные, которые ходят по этой земле. Да, конечно, она шла по земле, как и ходят другие люди. Но Аллах говорит, Аллах создал девушек такими. Естество женщин отлично от естества мужчин. Нормальная девушка, правильная девушка, девушка, которая поклоняется, она стеснительна.
В ней заложена скромность. Наша религия — это религия скромности. И если у женщины забрать скромность, то не останется в ней веры. Она выйдет из границ своего естества. А если женщина будет такой, какой ее создал Аллах, то она будет стеснительной. Такова женщина. Такой ее создал Аллах, великий и всемогущий. Он создал ее стеснительной. Так кто же кому даровал скромность? Будет продолжать пребывать в неясных спорах, ведь Аллах не жесток. Мы сегодня удивляемся, если видим женщин на базарах, женщин на море, на работе, женщин в университетах. К сожалению, такое естество, как скромность, вынуто из их сердец. Слышали ли вы о женщине, которую также увековечила история, о женщине, именем которой названа целая сура в Коране? Кто это? Поистине это госпожа всех женщин в мире. Кто же? Поистине это целомудренная Марьям. Она никогда не находилась в обществе мужчин и была скромной и целомудренной. Аллах, великий и всемогущий, восхваляет ее в Коране и говорит: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. Величайшее описание для Марьям — это ее целомудрие, ее нрав, ее скромность. В один из дней, когда она находилась за пределами Иерусалима, она увидела мужчину. Она не узнала, что это ангел. Она не знала, что это ангел Джибрииль. И она сказала ему: «Я прибегаю к милостливому, чтобы он защитил меня от тебя». А не как некоторые девушки, которые разговаривают с продавцами, с рабочими, с так называемыми друзьями, как будто бы это ее брат или ее муж. Нет в этом скромности. А Марьям сказала: «Поистине я прибегаю к милостливому, чтобы он защитил меня от тебя, если только ты не богобоязнен». А он ей ответил: «Не бойся, я ангел. Я принес тебе весть о ребенке. Он будет господином мира сего. Аллах велик. Он будет пророком. Мой сын? Господин всего мира? Да, несомненно». Удивилась ли Марьям? Нет. Нет, конечно. Потому что это Марьям, госпожа женщин всего мира, почувствовала стеснение. Почему? Из-за ее репутации, честь и целомудрие. أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا. Как у меня может быть мальчик, если я целомудренна и чиста? Что скажут люди обо мне? Главное для женщины — это ее репутация, ее честь. А сегодня женщины из-за своей внешности распустили свои волосы, раскрыли свои одеяния, они чувствуют стеснение от одежды. Они смеются с этим, общаются с этим, с тем. Где же скромность, целомудрие, безмятежность? Это достоинство женщины. Правда, я знаю, что многие из женщин, которые не бывают покрыты полностью, однако совершают намазы. Это правда. И также они не общаются ни с кем. Однако она является из верующих и может прочесть Коран. Правда. Также дают милостыню, и за все она получает вознаграждение. Однако Аллах хочет от тебя, чтобы ты завершила эту религию, завершила эту веру, завершила этот благословенный свет этой одеждой, которую Аллах, великий всемогущий, обязал для тебя. Послушай же аят, который был ниспослан, как было сказано пророку, чтобы он сообщил женщинам, сообщи девушкам, сообщи женщинам этой уммы о новой богобоязненности. И что это за богобоязненность, о Господь? يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. Аллах превелик. Божественная обязанность. О правоверная, о целомудренная, о благочестивая. Я знаю, что, хвала Аллаху, ты совершаешь 5 намазов, соблюдаешь пост. Я знаю, что ты не позволишь говорить себе ни с кем-либо, с кем тебе запрещено говорить. Я знаю. Многие из тех, кто носят хиджаб, благодаря Аллаху находятся на прямом пути. Однако вместе с этим они все еще проявляют небрежность. А ведь им осталось совсем чуть-чуть для полноты веры. Все еще проявляют небрежность в божественном обязательстве. И до сих пор не отвечают на призыв Господа. Почему бы вам не начать сейчас? Каждая сестра-мусульманка, у которой есть дочка, достигшая 9 лет, и которая до сих пор не носит хиджаб. Каждый отец, пусть послушает сейчас меня, когда дочь достигает 9 лет, почему вы не одеваете ее? Ведь чем меньше возрасту девочки, тем легче ей одеть его. И наоборот.
Чем она взрослее, тем сложнее и сложнее. Начинайте сейчас. Аллах, Великий Всемогущий, увековечил в истории женщин из-за их скромности, из-за их целомудрия, из-за того, что они берегли свою религию. Я знаю, твоя дочка целомудренна. Однако это также не дает помилования от приказа Господа. Одевайте их, чтобы они начали ходить в хиджабе, чтобы они прибегали к помощи Аллаха. И не смотрите на то, что скажут люди. О, дочь моя, о, благородная сестра, пусть тебя не беспокоят люди, и не беспокоят их взгляды. Это естественно, что на тех, кто придерживается религии, смотрят строго. Это естественно, когда кто-то придерживается прямого пути Аллаха. Естественно, что к праведной женщине питают враждебные чувства все девушки, не соблюдающие каноны ислама. Однако, если ты полюбишь Аллаха, то, клянусь Аллахом, ты не будешь опечалена, не будешь озабочена чем-либо, и не обращай внимания на слова людей. Но соблюдай с этого момента заветы великого Всевышнего Аллаха и читай этот аят ночью, перед сном, и размышляй о нем. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. Возможно, у тебя есть причина. У некоторых сподвижниц не было платья. Представьте себе, у нее нет вообще длинного платья. Как-то к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришла женщина и сказала: у одной из нас нет платья. Указал ли ей пророк на то, что ей можно выходить без длинного платья? Нет. Он сказал: пусть женщина одолжит своей сестре из своих платьев. Без хиджаба нельзя. Если ты любишь Аллаха и его посланника, не выходи из дома, кроме как в исламском одеянии. Мы продолжим после паузы. Я знаю, что некоторые девушки, может быть, сейчас еще сомневаются. Некоторые матери все еще растеряны. Некоторые из отцов все еще думают о чужом мнении. Оставайтесь с нами, если на то будет воля Аллаха. Мы продолжим разговор после небольшой паузы. А также у нас имеется приятный репортаж, который мы с вами посмотрим. Однако после паузы. لنقفو ودرب الهدى الأحمدي عرفت طريقي إلي صديقي لنقفو ودرب الهدى الأحمدي عرفت طريقي إلي صديقي. Прекрасные сны в жизни девушки, когда она одевает хиджаб. В особенности, если она одевает его ради великого и Всевышнего Аллаха. Не из-за обычаев, как это делают некоторые девушки, которые одеваются только потому, что так принято. Или же у нее нет просто другой одежды. Или же ее принуждают к этому. И поэтому первым же делом, как она оказывается за пределами своей страны или вдали от родных, она снимает хиджаб. Она не одевалась ради Аллаха Великого и Всемогущего. Та, которая приняла решение от сердца: вот я оденусь ради Аллаха, не сделает такого. Клянусь Аллахом, даже если ее попытаются заставить снять хиджаб, она этого не сделает, так как ее решение было ради великого, всемогущего Аллаха. Рассказывают очень много историй о таких женщинах. Так у одной женщины врач попросил. Это было в Бангладеше. Врач говорил: я хотел от пациентки, чтобы она сняла хиджаб для проведения операции на глаз. Небольшой хирургической операции, а пациентка была в возрасте. Я сказал: снимите хиджаб, это необходимо. Она ответила: нет, делай операцию так. А когда ее стали принуждать, она заплакала. Тогда я поинтересовался, почему она плачет. На что она ответила: это первый раз в моей жизни, когда посторонний мужчина видит мои волосы. Клянусь Аллахом, если бы не операция, ты никогда бы не смог заставить меня оголить волосы. А видели ли вы, как порой некоторые люди проявляют терпение такой вещи, как хиджаб? Ей всего лишь 9 лет, говорят некоторые матери. А некоторые же говорят: о, шейх, нашей дочери всего 6 лет, и она просит нас надеть на нее хиджаб. Дочь просит мать разрешить ей носить его. Но мать довольна тем, что дочь не покрыта. Я уже окончила среднюю школу, и даже если я плачу, и моя подушка намокает от слез, и даже если я готова умереть, заболев, потому что моя мать запрещает мне носить хиджаб.
Но когда я увидел эту девушку спустя некоторое время, она сказала мне: «Обрадовать ли тебя, хвала Аллаху?» Моя мать согласилась со мной, и в конце концов я одела хиджаб, повинуясь Аллаху Великому и Всемогущему. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Желай себе, о достойная сестра, о праведная сестра, в судный день, когда поднесут свитки, когда установят весы, когда поседеют волосы от страха перед Аллахом, когда заплачут люди, когда вспотеют тела, так что тело утонет в поту до плеч, когда опустится солнце, когда воскреснет все человечество. Ты желай, о достойная сестра, то, чтобы в этом мире ты не открывала свое тело для тех, кому Аллах запретил его открывать. Знай, что это дело и есть повиновение Аллаху. Сейчас мы покажем репортаж, и речь в нем пойдет о красивых девочках, которые оделись ради великого всемогущего Аллаха. И их много на земле. Большое количество мусульманок, благодаря Аллаху, сегодня носят хиджаб. Посмотрите на них и пожелайте быть среди них. И я хотел бы, чтобы этот репортаж и наша передача не закончились сегодня, кроме как, чтобы каждая из вас приняла решение и сказала своей матери: «Сегодня я одену хиджаб». Я приняла это решение ради великого Всевышнего Аллаха. Репортаж готов. Встретимся с вами сразу же после его просмотра. Аллах Всевышний Всемогущий обязал для своих рабов из числа верующих женщин хиджаб, чтобы он был обязанностью для них и поклонением, которым они поклонялись по Аллаху в плане одежды. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Пришло это повеление для уверовавших женщин, чтобы было для них защитой и завесой, чтобы была она чистой, непорочной, далекой от подозрений. Я одела хиджаб, потому что религия моя обязывает делать это, и я чувствую себя спокойно в нем. Я одела хиджаб, потому что это украшает женщину, а также Аллах, преславный и великий, обязал нас. И чтобы был для нее прекрасной защитой, которая скрывает ее от плохих взглядов. Я одела хиджаб, потому что хиджаб — украшение, и ислам обязал нас одевать его. Я одела хиджаб, потому что ислам обязал нас, и я люблю Аллаха и его посланника. يا ودودة في صفاتك عظيمة بالأدب نورها بحجابها نورها بحجابها. Хиджаб — это украшение женщины. Хиджаб — это защита. Я одела хиджаб, потому что это прекрасная привилегия для девочек, и я чувствую себя в нем спокойней. Выбор за тобой, дорогая сестра. Век, в котором неприкрытость стала обыденным делом, я обращаюсь к тебе. Не будь небрежной к хиджабу. Поистине хиджаб — это благословенное выражение красоты и скромности, и стыдливости, о чистоте и непорочности. Теперь твоя очередь. Каково твое мнение?
Приняла ли ты решение, или ты еще сомневаешься? Может быть, ты примешь решение быстро, а может быть, что не примешь его, даже если закончится эта передача. Прими решение и скажи: «О мой Господь, я спешу к Тебе, чтобы Ты был доволен мною». Не думай о своих подружках. Особенно это касается тех девушек, чьи подружки не носят хиджаб. Это сложно, когда из общества непокрытых девушек одна принимает решение одеться. Однако ее награда будет во много раз выше. Почему? Потому что она испытала сложность. Ей было сложнее, чем остальным. Во-вторых, с помощью Аллаха она может стать причиной для остальных, и она получит награду за каждую из них. То есть не только принять решение. Нет. Если Аллаху будет угодно, то каждая твоя подружка, даже те, которые будут насмехаться над тобой, даже те, которые будут говорить о тебе плохо, скажи: если Аллаху будет угодно, то ты станешь для них путеводителем к прямому пути. Надейся на Аллаха и не будь слабой. Сейчас момент для тебя. Прими решение. 9 лет — это немалый возраст. 9 лет по исламу — это когда пора одевать хиджаб, потому что в этом возрасте некоторые девушки достигают зрелости. Не нужно ждать, пока она достигнет совершеннолетия, и начнут записываться ей грехи. И когда ей будет намного сложнее выполнить это повеление, к примеру, намаз, если ребенка приучать с малых лет совершать его, ему будет легче совершать, нежели потом. О, моя благородная сестра, моя достойная сестра, я знаю, что ты любишь Аллаха. Я понимаю, что, возможно, в своем намазе и в своем поклонении ты лучше многих девушек в хиджабе. Это так. Однако это не является причиной перед Аллахом, свят Он и велик, чтобы ты пришла в судный день, и Аллах Великий и Всевышний спросил тебя: ты знала, что хиджаб является обязанностью? Ты знала, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обязал тебя носить его? Почему же ты не ответила на мой призыв? استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Если Господь повелевает нам что-либо, и если посланник его повелевает, то необходимо ответить. Скажи: слушаемся и повинуемся, не думая о людях. Одна женщина отправилась на конференцию в Америку со своим мужем, который должен был выступать на ней. Она была одета в хиджаб, полный хиджаб, то есть никаб. И она была единственной среди женщин, одетой в хиджаб. Каждый день она ходила на эту конференцию. А во время перерыва все женщины собирались вокруг нее, разглядывая ее наряд и удивляясь ей. Они думали, что она безобразна, поэтому прикрывает свое лицо. Или же на ее лице есть увечья. Но она им говорила, что нет, моя религия призывает меня к этому. Но они не успокаивались, пока не увидели ее лицо. Когда же она открыла им свое лицо, то оно было самым красивым лицом из всех присутствующих. Каково же было их удивление? Такая красота и прикрыта. Почему? На что она ответила: я люблю Аллаха, я уверовала в Него и покорилась Ему. Я не знаю, сколько дней длилась эта конференция, но когда она закончилась, 7 из его делегатов объявили о своем принятии ислама. 7 из всех присутствовавших. И причиной стала женщина, которая покорилась Аллаху, одела хиджаб. Но не как те, которые одели хиджаб, не хотя, и когда выезжают из страны, то быстренько его снимают. И не как те, которые общаются с парнями или совершают отвратительные поступки, одевшись в хиджаб. Это те, которые, к сожалению, одели хиджаб не ради Аллаха. И вы, дорогие девушки, не из их числа. Я желаю, о достойная сестра, я желаю, о благородная мать, начните с сегодняшнего дня. Скажите дочерям: хватит, о дочь. Для тех, кто оденет хиджаб, награда. Первым делом награда у Аллаха, свят Он и велик. Во-вторых, у нас такая же награда для нее и подарок. У некоторых людей есть обычай, и мы позаимствуем этот обычай. Что же это за обычай? Некоторые семьи каждый год устраивают торжества для тех, кто одел хиджаб. Если оденет хиджаб дочь этого, или дочь того, дочь третьего и так далее, то мы соберем их в один день и организуем для них праздник с раздачей подарков, стимулируя чувства тех, кто еще не одел хиджаб. Вот он момент. О достойнейшая сестра, о благородная сестра. До меня дошла одна история. Рассказывает женщина: мой муж просил меня одеть хиджаб, но я не одевала, и у нас по этой причине возникало очень много проблем. В один из дней Аллах вселил в мое сердце праведность, и я, сев в машину, быстро вернулась домой и одела хиджаб. После этого
Я больше никогда не выходила из дома, не одев его. У одного отца 2 дочери учились в Британии. Когда они после очередных каникул пришли на занятия хиджаби, директор-христианин, увидев их, удивившись, спросил их о причине таких перемен. Узнав, что религия обязывает одевать хиджаб, он проявил к ним уважительное отношение перед всеми школьниками, где большинство из учащихся были не мусульмане, а на утреннем построении учащихся поаплодировал им из-за уважения к ним и к их повиновению Господу и его посланнику. Начни с хиджаба. Ответь Аллаху Великому и Всемогущему. Я знаю, что принять это решение будет возможно непросто, но не думай о людях. Самое главное, что тобой будет доволен Господь, Великий и Всевышний. Встретимся с вами на следующей передаче, если Аллаху это будет угодно. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение.